Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Крыма и Комитет крымско-татарской молодежи при поддержке главы республики. Крымско-татарский флаг для нас, конечно, самый большой, самый важный и самый главный. Чтобы носить этот флаг, наш народ должен быть сильным, умным, образованным и единым. Собравшиеся запустили в небо голубей с ленточками цветов крымско-татарского, крымского и российского флагов, что, по словам организаторов, олицетворяет мирное небо над головой. Также по традиции был развернут самый большой в мире крымско-татарский флаг. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов отметил, что праздник патриотически воспитывает молодежь и объединяет нацию. Сегодня день крымско-татарского флага. Мы уже второй раз его отмечаем здесь, в этом сквере, на этом месте. Сегодня прошел большой автопробег, более 100 автомобилей, только в Симферополе приняло участие, в других городах Крыма. Я хочу поблагодарить Духовное управление мусульман Крыма за поддержку, муфтия Эмирали Аблаева, Хаджи Эмирали Аблаева и Комитет крымско-татарской молодежи. И, конечно, особая благодарность главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову за то, что всегда поддерживает такие мероприятия. Безусловно, эти мероприятия укрепляют межнациональные и добрососедские отношения в республике. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Искендер Белялов рассказал, что по всему Крыму проходят праздничные мероприятия. Мы провели его в Саках, в Сакском регионе. Пришло более 500 человек. Около более 20 машин мы сделали автопробег по району, по городу. В этом году проведение праздника совпало с мусульманским постом. После концерта был организован масштабный ифтар – вечерний прием пищи в Рамазан, в котором приняли участие около 1000 человек. Это рекордная для Крыма цифра. Для нас большая честь, что мы можем участвовать в этом мероприятии. Мусульмане Крыма живут очень дружно. Считаем, что очень символично, особенно, что день ифтара приурочен ко Дню флага. Хочу поздравить всех мусульман Крыма и всей России с праздником Рамазан и всех крымчан с праздником День флага крымского татарского народа. Заместитель председателя Крымско-татарской региональной национально-культурной автономии Республики Крым Руслан Халапов поздравил всех своих соотечественников с праздником. Я хотел бы поздравить всех своих соотечественников и земляков с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, радости, удачи, благополучия на благо нашего родного Крыма. Собравшиеся отметили важность праздника для крымско-татарского народа. На протяжении всего вечера царила добрая и позитивная атмосфера. Чтобы увидеть этот флаг, столько крови и слез пролил наш народ. Мы, старики, для вас, чтобы вы жили здесь и смеялись, прошли много трудностей. Слава Богу, приехали, живем и под своим флагом проводим самые счастливые дни. На родине нужно мирно жить, уважать друг друга и все вместе собираться на таких мероприятиях. Мы с моей подругой сегодня решили посетить это мероприятие, нам очень нравится. И вообще, когда люди собираются по таким хорошим поводам, это не может не радовать. Пришла сегодня с семьей, очень понравилось, концерт очень хороший. Желаю всем всего самого наилучшего. Байрах куну хайрлы олсун. Помимо традиционных акций можно было посетить выставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства и праздничный концерт, который транслировался в прямом эфире телеканала «Миллет». Кроме того, в этот день для наших телезрителей проходил телемарафон, посвященный Дню флага. Султания Ситакаева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет».